представьте себе облик городов домонгольских. Булгар – это золотоордынский период, это уже настоящая высокая цивилизация, а домонгольское время – это ведь только осели на землю, так сказать, но уже Беляре, домонгол еще, домонгол. Мы исследовали в 1975 году, в 1973 году сначала, потом в 1975 году. Аэрофотосъемки проводили. Там, значит, обнаружено около 30, Альфред Хасанович доводил до 50, в общем, кирпичных, каменно-кирпичных зданий. В основном кирпичные были здания. Вот. То есть они были. Из этих кирпичных зданий мы вскрыли 4. Альфред Хасанович, когда я был студентом, еще в 1969 году, мы начали копать в 1969 году одно здание кирпичное. У главных ворот, это караван-сарай, может быть, слышал, Альфред Хасанович, это караван-сарай нашли, караван-сарай, и так опубликовал. Вот. Потом, значит, открыли мечеть, большую мечеть, по площади больше, чем мечеть Кул-Шарифа, кстати. Вот. А рядом кирпичное здание. Кирпичное здание – это дом знатного феодала. Вот так условно мы назвали до последнего времени. Потом еще 27-й росток, где-то в 200 метрах к северо-востоку от мечети. Еще одно здание открыли. И уже недавно, буквально, 3-4 года назад, мы начали изучать еще одно, 4-е здание кирпичное. Мы не успели придумать название, что за здание. Я начал работать со знатоком, можно сказать, защитила докторскую диссертацию, Зелевинская Эмма Давыдовна. Вот. Я обратил внимание на нее, когда я был оппонентом ее при защите. Вот. И все наши вот эти здания она считает баней. И так доказательно, просто 100%. Мы сейчас все считаем их банями. Условное название «Дом знатного феодала» или «Караван-сарай». Но караван-сарай мы оставили. Баня в караван-сарае. Потому что район, скорее всего, действительно торговый. Так сказать, купцы жили, приезжие. Вот. Значит, это не только город состоял из вот этих жалких, так сказать, срубных домов, а были мечеть в центре. Мы в прошлом году начали уже целенаправленно искать дом правителя, ханский дворец, даже геофизическим методом исследовали